Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – слухи и разговоры о вас за спиной. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчина, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, кто вы, кто пришел на расклад. Человек, у которого сейчас в почете, это деньги. Деньги и я. Есть какая-то между вами такая связь. Вы человек, который передает данную энергию, денежную энергию. Вы человек, который вкладывается в себя, не забывает о себе. В первую очередь думаете о себе и правильно делаете. Женщины, если смотрят, здесь мужские энергии. Очень много мужских энергий. Вы человек захвата. Вот захватила, мое никому не дам. О вас могут говорить, что вы человек эгоист. Только думаете о себе. Почему нет? О ком вы должны думать? Очень сильная внутри. Непоколебимая сила. Меня не раздавить, меня не сломать, ни морально, никак. Да, человек отдает отчет своим действиям, что он делает, чего хочет. Есть цель, не вижу препятствий. Ну и в принципе здесь проявление силы. Мужская сила. Здесь по роду у вас кто-то воин, герой. Вот и вы такая же. Вот эта вот сила идет от данного человека по вашему роду. Вижу присутствие, наличие детей. Вы человек, который ответственный. Там на себя возлагаете всю ответственность. Ни от кого не зависите. Старайтесь именно сами все углядеть, постараться за всеми. Человек, который любит общение, веселое общение, позитивное, с хорошим чувством юмора. Но в то же время вы делу время, потехи час. Вы из этой группы. Семейные, да. Здесь я бы еще так сказала, вы печетесь, переживаете, думаете в первую очередь не только о себе здесь, а о семье. Как-то чего-то избежали, именно касается семьи. В плане вот каких-то нападок на вашу семью. Защитили ее. Защитили, может быть, даже какое-то право. Это касается, может быть, судебных процессов, да и в принципе, да, какое-то право своей семьи. Человек защищает, отстаивает до конца. Также вы не совсем доверчивы. Иногда бываете такая вот хитренькая, скользкая. Но это именно касается ваших каких-то дел. Это как защитная реакция ваша. Именно так скользить. Старайтесь вот ухватиться сразу же за несколько дел. Очень гиперактивно, я бы еще сказала. Вы человек, который все ведет до конца. То есть, если вы начали чем-то заниматься, вы доводите это до конца. С вами, кстати, интересно и поговорить. У вас много чему можно научиться. Вы даете какие-то классные советы. Может быть, у вас очень много каких-то знаний по лечебной теме, то есть здоровье. Можете давать советы по здоровью. Кстати, вы человек, который сейчас, на сегодняшний день, переходит на другой уровень, растет, развивается. И вы, вот знаете, чего вы поставили перед собой, вы этого добьетесь. Вот есть какая-то у вас сейчас цель, возможно, уже действие, я бы так сказала. Вы этого добьетесь, вы это получите. Причем с победой, с курантами, да, или там с колоколами, не знаю с чем. Но вот именно вас тут будут хвалить. Вас могут сейчас недооценивать или не видеть пока каких-то результатов. Но я вам так скажу, результаты точно будут. Все еще будут удивляться какому-то вашему достижению. Вот так вот. Вы можете скромничать или скрывать. Также вы никому не верите. Никому не верите. Потому что, когда вы верили, вам разбивали сердце. Вам вообще делали больно. Вы человек, который защищает себя. На самом деле вы, знаете, еще тот человек, который не то что даже везде лезет, к вам, скорее всего, лезут. И вы
сразу же это пресекаете. Вы не даете собой пользоваться, и вы не даете именно руководить собой, манипулировать собой. Вы знаете, чего вы хотите, и вы скорее, знаете, еще тот человек, который сам, если надо, сманипулирует кем угодно. Вот так вот. Вернее, кто попытался вот с вами манипулировать, вы сделаете так, что вы, наоборот, начнете над этим человеком манипулировать. Также вот смотрите, тут дьявол. Вы часто, бывает, или одеваете розовые очки, или ввязывались раньше в какие-то вот такие лотерейки по типу, да, по типу. Сыграй в лотерейку, купи дешево или 10 в одном и так далее, какие-то обещания. И вот они были обманными. Или вы попадали в какие-то такие ситуации, как это раньше назывались, колпаки, да, вот когда под колпак кладут и меняют местами, вы должны угадать. Вот что-то такое. Вы попадали в какие-то такие аферы, где вас пытались обмануть. Но сейчас вы все четко видите, чувствуете, возможно, понимаете, где вас хотят обмануть, где скрывается обман. Также вы здесь показывают человек, который блистает своей харизмой. Вы привлекаете людей своей харизмой, даже не внешними данными, а вы умеете вот красиво как-то так сказать, убедить. На сегодняшний день здесь может быть даже такое слабенькое здоровье. Вы стараетесь вот как-то перебороть что-то, поправить себя, выйти из какой-то ситуации, выздороветь. Может быть, принимаете какие-то витамины, лекарства там и так далее. Старайтесь взять себя в руки. Может быть, даже занимаетесь какими-то тренировками активными. Взять себя в руки, да, вы решили, знаете, вот как-то сейчас все, во всем, вернее, навести порядок и в доме, и в голове, и в работе, и в целом. То есть вы хотите скорее, даже я бы сказала, еще поменять свою жизнь, да, то есть кардинально поменять. А чтобы ее поменять, вы понимаете, что нужно изменить какой-то уклад в жизни, мысли и так далее. Это так и есть, в принципе, в психологии, да. То есть внутренне поменяю себя, и поменяется моя жизнь. Вы даже можете дорожки, пути менять, и это уже есть изменение в вашей жизни, перемены. Да, вы недоверчивы к людям, но вы стараетесь общаться со всеми. Вы никого не отталкиваете, вы ввязываетесь в новые знакомства, вам интересно, вам любопытно, почему нет, да, вы познаете этот мир. Человек вы по себе такой, который любит с окна понаблюдать, какие новые соседи приехали, чем они занимаются и так далее. Да, вам просто интересно. Интересно вообще людская эта жизнь и как люди в ней шевелятся. Это как наблюдение за муравьями. Вот так же и у вас. Человек такой четкий. С вами очень приятно иметь дело. Вот вы пообещаете, вы точно это сделаете. Вам не нужно 100 раз чего-то там напоминать. Вы четко держите в голове, вы запоминаете хорошо. Возможно, даже вы с самого детства уже такая самостоятельная. Вам не надо подсказывать, по 10 раз говорить, толдычить. Вы все прекрасно понимаете. Возможно, даже с самого детства уже понимали отношения между мужчиной и женщиной. Или социальные отношения. Почему себя так человек ведет, манипулирует там и так далее. Вы все это подмечали. Может быть, здесь человек даже, знаете, вот частично увлекается психологией. Это не хобби, это вот просто, да, интерес. Интерес. Вам вообще интересно, как устроен человеческий этот мир, что в нем есть. У вас есть какие-то тайные знания. Возможно, вы уже давно увлекаетесь чем-то таким невидимым, аномальным. Или вам интересны вот какие-то, может быть, аномальные явления, передачи и так далее. Также вы сами во что-то вовлечены такое интересное. Я не скажу, что чернуха какая-то здесь, а вот здесь именно что-то такое интересное. Может быть, практики это быть, шепотки или вот какого-то такого рода, легкого. Но все же я вам так скажу, что вы тот человек, который имеет какой-то дар. Имеет дар.
Чувствуете, чувствуете. Да, у вас скорее вот чуйка такая, сядете с кем-то рядом, с незнакомым человеком, вы уже чувствуете ауру вообще, или помещение, или людей и так далее, да, местности. Все чувствуете, предвидите, возможно, что-то, какие-то ситуации. Можете быть проводником. Так, хорошо, давайте посмотрим дальше. Слухи и разговоры о вас за спиной. Что о вас говорят? Подслушаем. Посплетничаем так. Так, что о вас говорят? Вы темная лошадка такая, неразговорчивая особа. О себе особенно. Да, как-то скрываете. У вас есть точно какие-то планы. Здесь люди наблюдают за вашими планами. Чувствуют, что вы что-то там планируете. К чему-то вы готовитесь, но вы тщательно об этом скрываете, да, пытаетесь, по крайней мере, но здесь что-то такое проглядывает именно для людей, да, вот что-то она там скрывает, куда-то она готовится или ехать, отправляться, или вот чем-то заниматься, что-то делать. И вы знаете, я вам еще так скажу, здесь люди, такое чувство, как будто бы вы сами можете говорить, знают обо мне больше, чем я о себе. Вот такие вот сквернословы, которые любят переворачивать, да, туда-сюда. Кстати, о вас очень много говорят здесь. Завистливых очень много людей около вас. А вы чувствуете сами, не подпускаете этих людей. Вы знаете, вот как-то вы стараетесь даже успокаивать себя в том, что ну нет у тебя подруги, да и успокойся, даже в своей жизни, вот как-то так, сами себя. Чем больше подруг, тем больше зависти и злости, вот какое-то такое, или лишних разговоров, да, или лишних людей, которые могут помешать. Поэтому вот как-то вы стараетесь вроде как с одной стороны общаться с кем-то, да, с другой стороны вот как-то все равно там быть сама наедине с собой, со своими делами особенно, скрывая их. Здесь, знаете, вот хотят вас в чем-то разоблачить, открыть какую-то занавесу, да. Здесь, кстати, даже кто-то хочет на вас в чем-то пожаловаться, чтобы на вас накричали или вас выгнали откуда-то, да, или вот что-то вам устроили, какую-то взбучку. То есть здесь кто-то именно желает, да, чтобы у вас появились какие-то проблемы, например, или вот что-то могут подозревать, что, может быть, вы где-то взяли или как-то использовали и так далее, да, вот именно в тайне от кого-то. И вот это хотят обнародовать, хотят это вскрыть. Но нету здесь каких-то конкретных фактов. Здесь есть наблюдение, и здесь может быть подозрение. Но здесь нету фактов, но хотят, желают просто это обнародовать и открыть. Также какую-то именно тайну, да, вот, например, элементарно это может быть даже в чем угодно, в мелком чем-то. Может быть, вы где-то себя проецируете, показываете, да, говорят, что вот она врет, она на самом деле, может быть, не то имеет в виду. Не имеет в виду, а вот проецирует. Вот это может быть фотография. Вы показываете счастливую улыбающуюся семью, да, а вот начинают говорить, да у нее не так все. Вот как она это проецирует, что они стоят там, улыбаются, что у них все хорошо. Нет. Так, смотрим еще слухи. Очень много слухов. Но здесь компания людей, женщин. Здесь, знаете, даже необоснованно к вам вот как-то присваивают ваши какие-то качества, которые вам вообще не принадлежат. Это вранье какое-то, просто голимое вранье. Подшучивают, обсуждают вашу семью, вашу деятельность, ваши деньги. Говорят, что вы какая-то чересчур. Знаете, есть такие люди-выскочки. Вот вас могут назвать, она выскочка. Хочет из себя чего-то показывает, хочет кем-то или стать, или из себя что-то такое показывает, что не является правдой. Она не такая. Да, но здесь вот как-то заглушают вас, принижают вас, что вы не такая, как вы выглядите где-то. Может быть, на фото или... Начинают именно докапываться до каких-то деталей. Но что-то и привирать. Я говорю, что привирать. Врут. Слухи разговора. Ну, то, что вы... Даже, знаете, вот она наглая. Наглая такая, беспринципная.
И вообще, знаете, вот есть такой тип характера, которая огрызается, такая вот, слово и не скажи, тяжелая по характеру, но действует в принципах только для себя, любимой. Эгоистка, амбиций очень много. Старается на себя вот какую-то накинуть вуаль шика, шикарного чего-то, да, такого делового, богатого человека. А на самом деле это неправда, все вот какой-то такая ложь тут какая-то идет. Ложь, оспаривание чего-то. Да, здесь вы, кстати, людям закрываете проход. Именно, вот знаете, все на работу как на работу, в сереньком, да, вы тут в розовом пришли, вырядилась, красавица, выпендриться решила, да, или выпендривается много, чего-то из себя строит опять, звезда. Вы, кстати, затмеваете женщин из своего какого-то коллектива. И тем самым, да, вот вы для себя делаете что-то, для себя одеваете что-то, именно здесь для себя, да, чтобы себя порадовать в отражении. А вот у людей здесь именно, знаете, вот, что вы хотите чего-то кому-то доказать, чего-то там ухватить, да, с помощью вот именно своих нарядов или вот какого-то поведения, может быть, даже. Здесь вот показывают именно какую-то в их глазах, что вот показушничество, да, что это вот фейк, что это неправда, что это вранье. Зависть. Да. Здесь подтверждение еще ваших каких-то финансовых благ. А вы показываете, проецируете. Здесь и говорят о ваших деньгах, сколько вы зарабатываете, что это или нечестно, или неправильно, да, что вы получаете больше, или что вам чего-то достается. Здесь кто-то на вас что-то замечает и начинает вот это все обсуждать, вплоть до вашего колечка, кончика волос и так далее. Здесь зависть. Вы знаете, очень хорошо выглядите. Вы можете быть даже скромно одетой, но вот именно ваша внешность привлекает внимание, может быть, даже окружающих. Да? Вот вы красивая, вы привлекаете внимание к себе. И вот тут у женщин начинает вот какая-то гниль вылазить. Именно, а почему у нас этого нет? Почему я такая, да? Они хотят именно добиться того уровня, который у вас, или переплюнуть вас. Здесь очень много таких разговоров именно о внешних данных, что что-то у вас или исправленное, да, нос, например, может быть, или губы, или еще чего, вот какие-то детали, что вы это сделали. А почему нет? Вот я соглашаюсь с теми, да, кто... Почему нет? Использование, может быть, даже и хирургии какой-то и так далее, да, если человек что-то мучает внутри. Оно же все, это все имеет последствия психологических разных тоже травм. Человек, если что-то для себя сделал хирургическим путем, вмешательством искусственным, ему это нравится, соответственно, он в душе начинает чувствовать себя прекрасно. А дальше больше, да, это нервы, все это успокаивается, нервная система и так далее. Но здесь вот именно, что вы это сделали. Но это зависть. Это зависть. Что-то у вас неправда. Вот говорят, это неправда, неправда, неправда. Вы смелая очень. Вы, кстати, проецируете эту свою смелость, силу. Вы не боитесь. Вы идете на разного рода, может быть, какие-то риски и так далее. Поэтому здесь, знаете, вот у людей кишка тонка, как говорится, да, и они начинают этому завидовать. Здесь какая-то женщина конкретно препятствует, может быть, вашим делам, да, вот как-то лезет, препятствует, не дает хода.
или пытается, по крайней мере, не давать хода вашему какому-то развитию, продвижению и так далее. Здесь может даже вот устраивать именно какие-то стычки, да, вас свести с кем-то лбами, поссорить вас с кем-то или испортить вам что-то. Здесь идет речь о совести какой-то, да, что-то есть такое у этой дамы, за что ей должно быть стыдно. Но вот ей не стыдно. По крайней мере, она это как-то скрывает и вуалирует, вот закрывает чем-то. Видит, что вы наслаждаетесь этой жизнью, хихи-ха-ха, да, вот живете себе припеваючи и ни на кого не обращаете внимания. А на кого вы должны обращать внимание? Да, вот как-то заботитесь о себе, эгоистично себя ведете по отношению к другим. Вот так вот. Здесь даже, вы знаете, кто-то вечером конкретно берет телефончик в руки и рассматривает какие-то ваши детали. Суждений очень много. Вас хотят осудить. Вас хотят наказать общество. У меня такое чувство, это приближенное к вам общество, которое, с кем вы постоянно в контакте или пересекаетесь. Недовольство. Недовольство вашим, может, даже успехом. Хоть маленькие, но успехи все же. Да, недовольство. Где-то вы проявляете себя, что вам в чем-то везет. Даже думают и сейчас о вас. Еще посмотрим слухи, разговоры о вас за спиной. Здесь мужчины говорят. В чем-то не повезло с вами. Очень люблю, очень нравится мне эта женщина. Но вот вы проявляете себя внешне именно со стороны такой, мужские позиции здесь входят, сильная вы очень. Что вам не сделает, для вас все равно это ничего не значит. Да? Вот вам чего-то надо этой женщине большего предоставить, чтобы она удивилась или вот как-то шелохнулась, да, в его адрес. А вот здесь что-то на мелкое, вы вот как-то вас это не порадует или не удивит, не привлечет внимания. Вот об этом он говорит, что вас, чтобы удивить, да, вам нужно что-то такое крупное или дороже. Также говорит о том, что эта женщина не выходит из ума, из головы, из мыслей. То есть постоянно вы на уме у человека. И очень часто о вас думает. Вот почему так? Да, вот почему много же женщин, много таких, да, но вот я ни о ком так остро не думаю, как они, да, вот нравится мне и все. Вот он говорит о вас с кем-то, кто старше него и кто имел какое-то или отношения какие-то, да, вот какой-то опыт здесь. Здесь может быть даже, что у человека это впервые такое в жизни, хоть и были женщины, да, но вот впервые такое, что женщина вот так впала в душу, в сердце, в самое сердце. Здесь туз кубков, человек влюблен в вас, по уши влюблен. И здесь вот погряз внутри, да, в этих мыслях, как он говорит. Да, вот постоянно меня одолевают мысли. Даже ее нету в пространстве, но я о ней постоянно думаю. Да, вот как так? У меня разного рода отношения, или в принципе, да, за моей спиной тоже есть отношения, но я ни о ком так не думаю, как о ней. Притом вы можете быть недавней женщиной, да, которую он увидел не так давно. Ну, давайте возьмем плюс-минус там 3 месяца или полгода. Но уже вот что-то наворачивает меня, скручивает меня. Вы не даете обратную связь. Вообще не даете. И чем больше вы, да, вот в таком положении, не даю о себе ничего,
не даю какие-то надежды, тем больше ковыряний каких-то в вашей жизни, да, этого человека. Он пытается как-то ухватиться за какую-то информацию о вас или, в принципе, да, узнать о вас больше хочет. Но он говорит, что мне надо много, или друг здесь говорит ему, да, какой-то советчик, у которого он спрашивает совета, что тебе нужно сначала на ноги встать, да, или кем-то стать, или чего-то добиться, потому что видно, что вы женщина такая с положением, где вы везде руководствуете чем-то, властвуете, да, вы успешно в чем-то, лидируете, в отличие от данного человека. Он вот какой-то вот еще, можно сказать, на начальном этапе или ученик и так далее. Да? Здесь может быть и моложе возраста, или нет такого опыта, который есть у вас. Вы в чем-то, может, даже профессионал, а он еще там только новичок. Вот так вот. Здесь какой-то советчик старше него, который вот тоже чего-то прошел в жизни, да, и вот он дает советы. Возможно, даже чего-то добился, но вот он и дает ему советы. Подсказчик. Здесь разговоры много. Здесь, кстати, смотрите, человек хотел бы даже, вот, да, он как видит вас, вот такую женщину для совместного, для отношений, для совместного быта, проживания, да, вот серьезная вы такая. У вас есть именно заклады вот этой вот дамы, которая имеет какую-то стабильность, порядок в голове. Но до вас еще расти и расти. Он был бы счастлив, если бы ему повезло быть с вами. Хочет быть счастливым. Слухи, разговоры о вас за спиной. Что вас там говорят? Подглянем. И кто? Еще один тайный поклонник. Весна пришла. Но человек сейчас или пьет он, да, взахлеб от горя. Здесь вот такое чувство, да, что вы вот никому такая не даетесь, ни с кем не общаетесь, с вами хотят общаться, и вы как-то увиливаете от противоположного пола. Также вы проецируете вот такую холодную стену. Не подходите ко мне, да, вот есть такое. А к вам человек хочет. Здесь о вас мало чего тоже известно. Вы для него являетесь новым объектом. Это вообще странная женщина, которая тоже, опять-таки, какая-то, знаете, в вас веет магия. Но при том, да, есть такое что-то, что притягивает. Я говорю, у вас очень сильная харизма. Вы харизмой берете. Где-то вы подсвечиваете, появляетесь где-то. Возможно, даже вот такое редкое пересечение, но все же пересечение есть, и не одно. Да, и человек тут просто, открыв рот, смотрит на вас. Ах, какая женщина, вот в таком плане. Удивлен, да, что он вас встретил. Да, или вот так находка, вот так находка. Он, кстати, перебирал. В итоге, вот знаете, вот как-то тоже заострил свое внимание или фокус на вас. Но опять-таки вы высокого десятка, да, такая. Вы женщина, которая проявляет самодостаточность, самостоятельность, независимость. И к вам поэтому очень сложно как-то вообще подступиться. Не знаешь, с какой стороны к вам подойти. Как будто все или заблокировано, или вы включаете именно такое холодное лицо. Притом вы очень нравитесь. Нравится вот это ваша в чем-то и недоступность. С другой стороны, не хочется этой недоступности, хочется к вам.
Также здесь на самом деле очень сложно вас в чем-то подкупить. Или предложить вам, даже не знаешь, с какой стороны к вам зайти, что вам предложить. Да, вы очень яркая такая, как будто бы у вас уже есть там куча поклонников, а я тут приперся, да, с пустым чемоданчиком. То есть у меня, или с пустыми карманами, у меня ничего нет, что можно ей дать. Но так хочется быть хотя бы в разговоре, в общении с вами. Хочется с вами пообщаться или встретиться где-то. У человека есть желание, да, вот чтобы вас как-то судьба подтолкнула вместе, наедине, вот как в запертом лифте, да, лифт сломался. Вот так вот столкнула вас вместе. Может быть, что-то такого рода представляет закрытое пространство, где только вы и он. Также, знаете, вы женщина вообще мечта. Мечта любого мужчины. Вот он говорит, что вы... О такой женщине мечтают все. Да, вот здесь только мечтать остается. Шагов я особо... Хотя нет, тут показывает, что шаги будут. Человек будет как-то двигаться, мотивировать себя чем-то. Ваш адрес. Но пока шагов нет. Здесь предстоящие, да, получается, шаги. Будут шаги. У него есть даже мысли вот как-то с вами подстроить ситуацию такую, типа нечаянно. Да, что-то вот как-то, чтобы завести с вами диалог. Хитренький зайчик, хитренький. И предложит вам что-то. Кстати, его первая встреча с вами, возможно, даже для вас это незнакомый человек, будет именно такого характера, вот как повод. Как повод. Вы будете еще сомневаться стоять. Но он боится вас потерять, и это будет видно, что человек аккуратничает с вами, да, тем самым как боится, что вы перестанете общаться с ним, взаимодействовать. Вот так вот. Но интерес к вам держит. Слушайте, здесь не один кавалер у вас. Он такой прыткий. Он всегда выдумает какой-то план. Всегда найдет какой-то вот ключ, да, вот такой вот. В нем тоже есть харизма. Он может заболтать, он может рассказать что-то, да, вот как-то привести даже в норм состояние свое, именно подбадривая. Вот такой он. Умеет навести психологический порядок. Возможно, даже вот когда человек появится, вы с ним начнете активно общаться. Найдет тему, найдет ключики к вам. Хорошо, давайте еще посмотрим слухи и разговоры. Я не вижу, что это слухи, я вижу, что это мысли его. Слухи и разговоры. Какие еще о вас? Здесь человек, который держится на расстоянии или находится на расстоянии, думает о том, во-первых, здесь какой-то идет безденежье, крах, проседание в деньгах, финансах. Вы с человеком знакомы. Человек хочет как будто бы снова у вас что-то попросить. Здесь опять-таки мысли, с вами как-то поговорить, навести порядок в отношениях или вернуться к вам. Может быть, зачем-то. Здесь человек преследует свои корыстные цели в получении чего-то, потому что у него сейчас нету финансов скорее. Он переживает за них о будущем. Также здесь как будто бы были шансы у него, у данного человека быть с вами и расти куда-то. Но человек вот как будто бы по дурости, по тупости, да, вот куда-то пошел в другую сторону. И провалил план. План свой же план. Здесь тройничок, хочется так сказать, да, треугольник. У человека здесь
был неправильный выбор. И вот сейчас человек сидит и подсчитывает какие-то свои финансы. Нехватка здесь идет. Да? Вот человек в чем-то промахнулся или да, слишком широко замахнулся, что получилось все совершенно не так, а хуже даже. Ситуация здесь печальная. Человек даже боится чего-то, вот ночами не спит, переживает. А сейчас, да, есть мысли, вот как-то, хотя он понимает, навряд ли, да, получится вернуться к вам, например, да, и вот взять упущенное что-то. Вот с вами могли быть какие-то, может быть, даже перспективы или получение каких-то доходов. Но здесь вот как вы разошлись, как будто бы человек, знаете, вот не дождался, да, и свалил. Или же его куда-то кто-то заманил, из-за чего он что-то потерял. Вот так вот. Да, надеяться на шанс, на шанс. Чувства у него пропали. Здесь нужда в деньгах. Чувств уже нету, но здесь нужда в деньгах. Финансах. Здесь как будто бы даже, знаете, тут совет от кого-то вернуться к вам. То есть кто-то ему здесь советует. Значит, разговоры здесь есть. Советует вернуться к вам, чтобы получить желаемое. Деньги, финансы, стабильность какую-то. Как будто бы земля в одночасье из-под ног ушла. И человек сейчас несчастен ни в любви, ни в деньгах. Здесь человек, даже если бы и заявился, то помните из прошлого, да, помните одно, что человек идет не за чувствами, не за того, чтобы вас вернуть как объект желания, любви и так далее, а чтобы вас вернуть как объект дохода, дополнительного дохода или источника дохода. Имейте в виду. Да, здесь вот как будто бы даже кто-то дает такие советы. Использовать вас. Забрать у вас что-то, да, вот просто опустошить ваш карман. Здесь человек дойдет до ручки, здесь человек не пойдет в вашу сторону, здесь забоится чего-то, ну и пусть боится. У человека здесь все пойдет по швам, дальше больше, хуже. Смотрим еще слухи, разговоры. Слухи, разговоры. Что вы неправильно ведете свое жилье, живете как-то. Поэтому у вас какие-то... Или могут быть, да, вот человек говорит, она неправильно ведет быт. Жилье какое-то. Дом. И здесь человек боится, да, вот такое чувство, что вы, или, не знаю, от вас тоже зависит его состояние, этого человека. Переживает он за свою семью. Такое чувство, что вы не выключите газ по типу того, знаете, или что вы что-то неправильно делаете, это может коснуться всего дома. Это может быть даже сосед, да, или соседка. Может быть и соседка. В мужских энергиях такая. Больше здесь мужчина проявляется. Он как-то сидит и вот как будто бы жалуется своей семье, что вы как-то неправильно ведете жилье свое, да, или не выключайте в подъезде свет, вот в таком плане, или не вытирайте ноги, когда заходите домой. Но здесь это касается как-то, он о себе здесь больше беспокоится, что вы не выключите свет, а потом платить придется всем. Или же, что вы вытряхиваете половики в подъезде. Ну, кто знает, да, здесь вот, а мы этим дышим. Вот какое-то такое. Здесь переживание о своей семье. Хочется вам вот высказать все, выговорить.
Но кишка тонка, боится, боится. Он держит это в себе. Здесь вот что-то внутри бурлит. Внутри вашего соседа или соседки. Вы вот, знаете, живете эгоистически, вот как вам хорошо. Да, вышла половики, например, вытряхнула в подъезде и зашла в дом. Ну, например, я не говорю конкретно, что это половики. Тут имеет место быть, что вот вы мешаете какому-то жильцу, соседу. Вот живете для себя, как вам удобно, а всем другим неудобно, сковываете их. Обиду держит какую-то, может даже не здороваться или быть недовольным каким-то. Слушайте, у него такие мысли, а не сделать ли ей, да, вот что-то под дверь? Ну, думает, гадает еще, подождите. Да, напакостить вам или что-то разлить, рассыпать там и так далее. Не даете вы покоя. Как-то хитро с вами поступить, обмануть вас в чем-то. Человек вас хочет обмануть, злится на вас очень, хочет вас убрать с дороги, или чтобы вы больше этого не делали, наказать вас как-то, да, проучить вас. Смотрите, выговор, может быть, выговорить бы хотел бы, но вот он боится как-то, да, и считает, вернее, что это будет как-то неправильно, да. Лучше вот как-то хитро, по-мягкому или по-мягкому хитро. Или, да, вот как-то хитро зайти, все это сделать. Может быть, на самом деле, да, подсолить как-то вам тоже, чтобы вы этого не делали. Но предупредить вас о чем-то. Не вытряхивайте половики в подъезде. Ну, например, да, вот чтобы вы это увидели. Ругаться не хочется, вступать в конфликт, но высказать так хочется, но не может. Трус. Он заботится о своем каком-то ущербе, что для него это будет ущерб, что вы делаете. Вы же вот реально, да, вот как он говорит, живут как эгоисты, только для себя. Только для себя. Пришла как королева, свет включила в подъезде, всю ночь горит. Мотает, наматывает. А нам потом всем платить. Вот как-то так. Недовольство вашего соседа или близлежащих живущих. Слухи. Слухи, что у вас вселился дьявол. Вы куда-то сходили, съездили и пришли, какая-то вообще вас не узнать. Вообще вас как будто бы подменили, да? Клонировали, подменили. Вы какая-то другая. Да, что вы ходите под какой-то сущностью, что вы или пьете, да, или на вас что-то влияет, или кто-то на вас влияет, что вы реально не видите ничего, а на самом деле бы открыть глаза, что она чего-то вокруг себя не замечает, может быть, даже какого-то... Знаете, здесь могут даже думать, что вот есть какой-то выход из вашей ситуации, но вы его не видите, потому что вы под воздействием кого-то находитесь, кто-то на вас как-то негативно влияет. Кто это о вас говорит? Кто-то из семьи, из родственников, да, что на вас кто-то негативно влияет. Молится за вас человек, чтобы вы выбрались из этого состояния. Вас реально как будто подменили. Не узнают вас. Ваше поведение, ваши вот какие-то, может быть, идеи, шаги, да, вот действия. Вообще не понимают, почему это вы себя вот так стали вести. Вы раньше были другая. Может быть, даже стали злее или агрессивнее, или неохотно выйти на связь. Да? Раньше мы общались, сейчас она замкнулась в себе и не дает о себе информацию. В какой-то степени есть доля маленькая, да, какой-то такой обиды на вас, но понимают люди, что на вас что-то или кто-то повлиял. Вот именно негативно. Поэтому вы себя вот как-то неадекватно ведете или по-другому ведете совершенно. Но для них это негативно. Негативно вы себя ведете. Плохо.
Здесь может быть у вас какие-то проблемы, да, или проблемы по здоровью, но здесь больше вот именно ваше поведение скорее странное. Здесь, возможно, даже кто-то из семьи с вами захочет поговорить, будет общаться, взаимодействовать, говорить, позвони, перезвони и так далее, чтобы с вами как-то что-то решить, вас вытащить из чего-то. За вас человек очень сильно переживает. Он не хочет, чтобы над вами вот кто-то издевался там, или, может быть, ваш муж, да, или какое-то вот определенное влияние есть на вас, или вас кто-то пугает, расскажи нам об этом, да, мы заявим куда-то. Вы как с ума сошли. Или вот, знаете, здесь такое поведение, как будто бы вы превратились в ребенка, глупого ребенка. Да, она ведет себя как ребенок по-детски. Вообще не ощущает этой земли под ногами. Что происходит? Есть такое чувство у человека, да, это общение в семье, что она сама не знает, во что она ввязывается. Здесь даже, возможно, вмешиваться этот человек из вашей семьи будет в вашу жизнь. Учить вас, может быть, даже чему-то. Но он желает вам всего самого хорошего, на самом деле. Да, человек за вас очень просто сильно переживает. Очень много мыслей, думок каких-то. К человеку приходят вообще странные мысли по поводу вас. И вот они все больше и больше раскручиваются, дают обороты, да. Из мухи слон. Вот так вот. Очень мнительный человек. У вас были с ним конфликты, недопонимания, но в итоге вы или помирились, да, или все же нашли какой-то контакт, возобновление контакта, может быть, было. Но осадочек остался. Здесь одного кубка не хватает. Не хватает. Любит вас человек, переживает за вас. Не хочет, чтобы вы, да, раньше времени покинули этот мир или с ума сошли. То есть человек переживает за ваше здоровье. На вас, может быть, даже думает, что негативно воздействует ваш любимый человек. Да, это он виноват в чем-то. Здесь вот как-то негативно относится к вашему выбору. Он желает вам всего самого лучшего, на самом деле, переживания. Вы не думаете так, да, переживают, хотят сохранения каких-то, ну, вот здесь именно сохранение семьи, да, порядок в доме, уют и так далее. Вот этого вам желают. Какие еще слухи, разговоры? Любит вас кто-то, об этом говорит вслух. Я ее люблю. Человек из прошлого. Признается, что вас очень сильно любит. Слухи. Ну вот, я и говорю, вас кто-то очень сильно любит, здесь прям уже стучится в карты, в дверь вашу. Я вам так скажу, человек до вас тоже не дотягивает. Вот какое-то такое есть ребячество в нем, детство. Сложно с ним, но признание есть в любви. Вы нравитесь не одному мужчине, нескольким. Здесь, кстати, на работе какая-то женщина обсуждает ваши отношения. Или вообще вас как женщину по отношению к мужчинам или мужчин к вам. Да, здесь такие разговоры, что вы такая нежная и изящная, с самого начала проявляете себя, но потом берете в оборот с силой. У вас внутренняя сила, стержень, потом заставляете человека чего-то делать для вас, да, стараться работать, зарабатывать. Вот так вот. Вы берете в оборот, как в охапку. Может быть, сажаете на поводок, подкаблучниками делаете. Слухи и разговоры о том, что вы очень злая. Или злитесь вы сейчас.
У меня такое чувство, что вы злитесь на данную даму. Да, она чувствует, что вы чем-то недовольны, обижены на нее. Но вы продолжаете жить, продолжаете радоваться этой жизни, светить, ярчить, проявлять себя. Вот как-то не сдаетесь, да, вам вообще по барабану. Слухи, разговоры. О том, что вы ведьма, о том, что вы пользуетесь какими-то ритуалами для защиты себя. Защищайте себя как-то от кого-то. Скрывайте какого-то партнера или любовника. Говорят, что у вас есть потаенная какая-то связь с кем-то или отношения помимо основных. Да, вот как-то пытаетесь, знаете, хитро это все скрыть. Куда-то вы отправляетесь, ездите или с кем-то встречаетесь. Что у вас не все хорошо в отношениях дома, непорядок в доме, и нехватка, может быть, вам мало денег. Не то, что нехватка, вам их мало. Вы все больше и больше хотите заработать. Вы, знаете, хватаетесь за все, что приносит выгоду. Разговоры. Но о том, что вы своих шансов не упустите. Вы человек-стратег. Вы вот как задумаете, так будет. И, кстати, знаете, вот кто-то загадывает желание в постели там на Луну, да, а вы конкретно, чтобы получить желаемое, вы берете и делаете. Есть у вас такая какая-то концепция, стратегия, цель. Вижу цель, не вижу препятствий. Вот такое у вас есть. Пока все мечтают, вы уже делаете. Говорят о том, что вы жадная на деньги. Никому лишнюю копеечку не дадите, потому что эту копеечку надо заработать. Заработать. Как я зарабатывала, вот так и вы заработаете. Да, вы такая жадная. Если у вас попросить, вы не дадите. Ни в долг, никак. Вот зарабатывайте, как это делала я. Вот так вот. Показывайте, именно проецируйте внешне что-то в таком. То, что вы вообще в жизни чего-то добились, получили путем обмана, хитрости какой-то своей или смекалки. Слухи, разговоры, что у вас не все так просто в семье, как вы проецируете. Вы проецируете красивую картинку, да, а сами находитесь в состоянии жертвы. Вы можете, знаете, даже быть именно патриархат, например, да, муж на нее давит, но она проецирует себя внешне такую сильную. Хотя, в принципе, да, здесь сильная женщина. Здесь может быть искаженные мысли о вас или о вашей семье. Это ведь со стороны мы смотрим слухи, разговоры. Да, что вы слушаетесь мужа, что муж на вас давит, или у вас какие-то плохие отношения в семье, недопонимание, может быть, в чем-то, вы в состоянии жертвы, что ей нужна помощь. Слухи, разговоры. Мужчина у вас говорит, что вы какая-то богатая, деньги у вас есть. Выглядите вы шикарно, одевайте на себя, да, какие-то классные наряды, умеете сочетать все, наряды, цвета, там, вкус есть у нее и так далее. И деньги в первую очередь. Он видит ваши деньги. Везучая вы. Вообще, знаете, такое чувство, что вам не нужен мужчина для счастья, как говорит этот мужчина. Ей нужны для счастья деньги. Да. Или ее порадуют только, да, какие-то дорогие подарки. Может быть, даже так. Что вы долго ждать не будете. Вы такой человек, который, знаете, вот в первую очередь, вы можете даже жить в несчастных отношениях, но если там есть деньги, вот так о вас говорит. То есть для вас важная составляющая – это финансы. И если их нету, да, вы не будете с данным человеком.
Вы можете даже терпеть кого-то ради денег. Он думает, что у вас тут есть кто-то, кто вас обеспечивает, причем неплохо. Возможно, даже эти деньги от этого мужчины. Вот так он думает, что вас, да, кормит какой-то мужчина, богатенький у вас муж, поэтому у вас такие наряды. Но вы, да, еще страстная штучка, да, вас хочется, вас желает этот мужчина. Но вот как-то здесь кто-то в дверях стоит с палкой, с кувалдой, с мечом, который не подпустит к вам, защищает вас. Слушайте, человек даже говорит о том, что я бы вступил в треугольник. Знаете, вот это тот тип человека, ну, здесь очень много такого амбиций. Также человек как-то уверен в себе, чересчур аж, даже проявляет это во внешне очень сильно. И вот он может говорить, что муж не стена, отодвинется. Да, вот так вот он может считать, что вашего мужчину можно отодвинуть и быть с вами. Притом он готов даже на какие-то отношения, где третий лишний. Или у него кто-то имеется. Это мы посмотрим. Дети, ответственность у него. Но в отношениях нет у него отношений. У него есть какая-то ответственность. Дети, но или ребенок. Но нету пары. Он готов быть третьим. То есть ваш муж, вы и он. Не побрезгует, не побрезгует. Ему хочется физических каких-то с вами игр. Знаете, проявлять себя как пацан. Вот хоть он в возрасте, да, но он проявляет себя как мальчишка, как паренек. Здесь очень много амбиций и, знаете, хвастовства. Человек хвастун. Человек, кстати, сам любит хлубиться какими-то деньгами, финансами, достатком. Манипулятор еще тот. Он может и с сединой на голове быть, но вот проявление такое пацанячье, такое ребяческое. Юношеский максимализм. Не потрепала его, как говорится, еще не потрепала. Слухи. Что вы эгоистка опять. Тут кто-то говорит, что вы эгоистка, живете для себя. Да, вы такая женщина, к ней нельзя подходить. Она очень сильная. Знаете, кто-то от вас получил удар. И вспоминает об этом. И знаете, так больно внутри вот это вспоминать. Вы вот разобьетесь головой об стену, но вы добьетесь своего. И вот из-за того, что вы добились, вы кому-то разбили здесь внутреннее его состояние, психологическую форму. То есть разрушили что-то. Да? Человек это помнит ради своей цели. Что вы не сдаетесь, что вы такая, знаете, манипуляторша, побеждаете в любом споре, умеете вот словами как-то вертеть, крутить. Именно здесь манипулировали, брали то, что вам нужно с помощью вашей силы, применяли в бой любое орудие. Это харизма, красота, внешность, обаяние свое и так далее, ради получения желаемого. Также тем самым вы как будто бы убили 3 зайцев одним выстрелом или 10 зайцев одним выстрелом. Да, умели что-то победить, потому что вы хитренькая, или выиграть, получить, потому что вы очень хитрая. Неправда. Здесь неправда. Вы получили то, что принадлежало вам.
Вы получили то, что принадлежало вам, по сути. Есть мужчина какой-то, недоволен вообще положением дел на сегодняшний день с вами, по чувствам. Человек вам что-то предлагает, пытается, по крайней мере, не отстает от вас, хоть и внутри плохо, не отстает. Хочет добиться вашего расположения. Вы закрыты от него, вы уже не хотите, вы уже переросли эти отношения, вы вышли на новый уровень, вам чего-то нового надо, другого или другого мужчину. Вы не хотите быть со слабым. Вы здесь получили порцию, именно порцию, или треугольник здесь был, да, или вот разбитые чувства. Вы уже получили какие-то, может, даже внутренние проблемы из этого человека. А человек же жалуется всем, рассказывает, что вы манипуляторша. Вы использовали его ради того, чтобы он бегал за вами. Хотя зачем вам это надо, да? Вот еще, чтобы бегал. Именно чтобы он испытывал к вам какие-то чувства, чтобы плакал по вам и так далее. Да? Вот вы это использовали. А здесь скрывается другая картина, что человек именно разбил ваши чувства, делал вам внутренне больно по сердечку. Здесь еще рана не зажила, здесь еще помнится вами. И вы получили что-то свое, вы с пустыми руками не ушли. Да, здесь могла быть материальная компенсация, здесь могла быть и не только материальная, здесь вы от кого-то получили компенсацию, помощь, вот за счет того, что сделал данный человек вам. А он вот как раз таки, здесь ситуацию выгибает иначе, что он пострадал. Да, он жертва, его надо жалеть. Здесь очень много эгоизма. Человек очень сильно любит себя, возвышает себя. И человек очень много врет о вас. Знаете, он видит вас, он боится уже с вами связываться, но хочет к вам. Хочет поставить вас в чем-то на место или задрать нос, да, перед вами. Показать, во, посмотри, какой я крутой. Чего я добился. Какие-то результаты хочет показать. Тем самым оправдать себя, да, за содеянное. Что я был прав, что сделал так, поступил. Потому что ты мной манипулировала. Хотя здесь картина вообще другая. Здесь человек как будто вами манипулировал. Здесь правда выйдет наружу. Даже человек, если придет что-то показывать, здесь правда выйдет наружу. Здесь именно сыграет против него, наоборот, злую шутку что-то. Боится он вас, трусит. Трусит что-то даже высказать вам, написать вам. Не то чтобы там разобраться с вами, приехать, а вот именно трусит. Слабый человек внутренне. Такое чувство, что он обижал всех в этой жизни, кроме себя. В целом, давайте посмотрим разговоры. Здесь разговор или кто-то конкретно говорит, что вам в жизни очень сильно повезет, как предсказывает, да, чувствует, что вам в жизни повезет, или конкретно, да, что вам очень сильно в этой жизни повезло. Вы выбрались из чего-то, из каких-то страхов. Вы вырвались оттуда и получили свое, потому что вы стали уважать себя. Слушайте, на вас здесь могут смотреть как, на самом деле, на картинку, пример, что вот так надо жить, вот так надо поступать, только тогда у тебя что-то будет, да? Вы производите на людей образ поведения, как себя нужно вести, чтобы, например, быть счастливой, быть богатой, да, быть еще какой-то красивой. Примером подаете. Притом здесь видели люди, что вы не могли, или это было для них сложным бы выбраться из каких-то ситуаций сложных. Но вы оттуда выбрались, значит, я тоже смогу. Да, кому-то вы подсвечиваете, подаете пример. Кто-то находится в неведании вообще, как жить и как действовать сейчас уже.
Но здесь говорят, что вам повезло или еще повезет. Да, этой женщине однозначно в жизни повезет. Или уже повезло. Солнышко. Здесь о вас говорит тот, кто за вас рад. Кто вам рад. Здесь положительное отношение к вам. Знаете, такое чувство, что это дети могут быть. Это могут быть дети. Но здесь светлое такое отношение к вам. Здесь вам желают именно добра. Да? Кто-то конкретно желает добра. Не думайте, что все против настроены. Да? Здесь есть и положительные люди в вашей жизни, которые за вас и молятся, смотрите, да, и болеют за вас. Притом берут еще с вас тоже пример. Вы как показатель своей жизнью показываете пример окружающим. Вдохновляете их на что-то. Знаете, такое чувство, вот вы вдохновляете, вы подаете пример, люди на самом деле, благодаря вам, чего-то достигают в жизни. И одновременно, когда они достигают, вы тоже что-то как компенсируете или получаете. Да, что вы делаете не зря, где-то подсвечиваете кому-то. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.